Доброго дня! Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с коллекцией фарфора, которая хранится в фондах нашего музея-заповедника. Сегодняшняя тема рубрики «История одного экспоната» называется «Образы детей в фарфоре» из коллекции фондов Восточно-Казахстанского областного этнографического музея-заповедника. Этой теме мы посвятим несколько онлайн-сообщений. И ненадолго вернемся с вами в мир солнечного нашего детства, полного теплоты, счастья и доброты. И поможет нам в этом коллекция фарфоровых статуэток детей. Всего в фондах музея-заповедника более 600 единиц фарфоровых статуэток. Немалая часть их посвящена детям. Фарфоровые статуэтки детей пользовались успехом во все времена. Эти милые скульптуры полны непринужденности и жизнерадостности и излучают положительные эмоции и оптимизм. Даже самая небольшая статуэтка ребенка, украшающая комнату, способна наполнить все помещение светом и теплотой. При взгляде на такие хрупкие и изящные скульптуры непременно хочется улыбаться, ведь энергия добра и чистоты, исходящая от них, пронизывает до глубины души. Рассматривать мы будем изделия Ленинградского завода, специализирующегося на изготовлении фарфоровых статуэток, Дулевского фарфорового завода, Полонского завода художественной керамики. История фарфоровых заводов неразрывно связана с изменениями в организации жизненного уклада людей 1950-1960-х годов в СССР. В послевоенные годы возрос спрос на сувенирную продукцию со стороны граждан. В ответ на запрос населения отечественная фарфоровая промышленность сфокусировалась на создании ассортимента, близкого и понятного по своему содержанию каждому человеку. Передать атмосферу счастливой жизни во вновь строящемся послевоенном государстве был придуман образ детства, наполненный трогательностью и надеждами на светлое будущее. Практически все ведущие предприятия страны выпускали в массовый тираж детские скульптурные композиции. В этом многообразии мы выделили такую сюжетную линию «Маленькие помощники». Перед вами великолепная статуэтка «Девочка кормит кур» Дулевского фарфорового завода. На круглой подставке, имитирующей зеленую поляну, стоит девочка в окружении петуха и 4 кур. Девочка в левой руке держит края фартука, в котором насыпано зерно. На девочке короткое платье в голубой горошек с короткими рукавами, короткие лиловые штанишки, светлые волосы собраны в 2 хвоста голубыми бантами. Маленькая девочка, как взрослая и справедливая хозяйка, старается дать пшено всем поровну и строго смотрит на петуха, который идет вне очереди. Автор скульптуры Нина Александровна Малышева. Дата создания 1959 год. Перед вами еще одна статуэтка «Дети и голуби» Полонского завода художественной керамики. На круглой подставке, полянке, фигуры мальчика и девочки. Девочка в белом платье в красный горошек на корточках кормит голубей. Мальчик в белой рубашке и голубых коротких штанишках держит голубя. Автор скульптуры Голембовская Светлана Владиславовна, заслуженный художник Украины. Ее работы экспонировались на выставках в Югославии, Франции, Италии, Канаде, Японии, Австрии, Германии, Польше, Португалии, России, Грузии, Китае. Дата создания статуэтки 1960-1972 годы. Итак, сегодня мы рассмотрели одно из направлений нашей темы «Образы детей в фарфоре» из коллекции фондов музея-заповедника «Маленькие помощники». Следующая наша встреча состоится в феврале, и мы продолжим с вами разговор из серии «Дети». Оставайтесь с детьми, даже самую малую малость, и смотрите на мир, улыбаясь весенней заре. Сохраните все то, что с рождения просто досталось, и тогда будет мир на огромной, на нашей земле.
До новых встреч! С вами была Елена Лобецкая, специалист отдела фондов Музея-заповедника.